Экстренная посадка самолета президента. Важнейшая встреча сорвана. Трамп резко меняет планы, но дает судьбоносное обещание. Что случилось? Мир уже послезавтра? Представители президента срочно вылетели в столицу на переговоры, но будут ли реальные результаты? Досмотрите. Резкое решение: правительство отдает остров. Вопрос десятилетий наконец-то решен, но почему тогда США недовольны? Случайность или подготовка к мощному удару? Что нашли журналисты на Мозырском НПЗ? И что это говорит о завершении войны? Россия победила западные страны, но есть нюанс. Разоблачено самое большое криминальное сообщество, а Трамп выводит войска из Европы. Об этих и других самых главных событиях утро четверга, 22 января. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Не такой уж и важный человек. В Давосе сорвалась запланированная встреча Дональда Трампа и канцлера Германии. Трамп просто не успел. По данным немецких изданий, борт номер 1 вскоре после взлета развернули обратно на базу Эндрюс из-за проблем с электрооборудованием. После этого Трамп продолжил перелет на меньшем самолете и прилетел в Цюрих с заметной задержкой. Из-за этого двусторонний разговор с Мерцем, на который в Берлине рассчитывали на фоне спора вокруг Гренландии, в итоге отменили. А Трамп приехал и начал рубить с плеча. Заявлял о том, что Европа идет не в правильном направлении. Правда, обнадежил всех своим обещанием. Мы ничего не получим, если только я не решу применить силу. Это, наверное, самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу. Все, о чем Соединенные Штаты просят, это место под названием Гренландия, которое у нас уже было, но мы с уважением вернули его Дании, после того, как мы победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Правда, потом не смог выговорить название страны Азербайджан, но мы уже привыкли, он ведь не какой-то там сонный Джо. Armenia, Azerbaijan. Посланники Трампа сегодня должны встретиться с хозяином Кремля. Сразу из Давоса и после встречи с представителем Путина Уиткоф и Кушнер вылетели в Москву. Медиа пишут, что российский диктатор уже получил предложение по мирному плану, которое выработали американская и украинская делегации. Украинцы сказали, что мы на 90% закончили, и я с ними согласен. Более того, я думаю, что за эти выходные мы продвинулись еще сильнее. На встречах в Майами мы сделали еще больше шагов вперед. Сегодня вечером я снова буду с ними, и я думаю, что... А потом я лечу в Москву вместе с Джаредом. Переговоры — это здорово. Хуже только то, что американская сторона уверена, что Путин действительно хочет мира. Правительство приняло решение отдать остров. Сложное решение, но военное влияние сохраняется. Британия фактически закрывает один из самых токсичных хвостов своей имперской истории, но делает это так, что союзники в США уже в бешенстве. Лондон соглашается передать архипелаг Чагос Маврикию, но при этом удерживает, самое главное, базу Диего Гарсия. Формула простая и токсичная: суверенитет Маврикию, база остается у США и Британии по аренде на 99 лет, а Лондон платит около 101 миллиона фунтов в год за это. Но США и тут недовольны. Вчера президент Трамп использовал формулировки по Чагосу, которые отличались от его прежних слов приветствия и поддержки, сказанных во время нашей встречи в Белом доме. Эти слова были использованы вчера с прямой целью оказать давление на меня и на Великобританию в связи с моими ценностями и принципами относительно будущего Гренландии. Вся эта история началась грязно еще в 1970-х, когда Британия выселила местных жителей, чтобы освободить остров под американскую военную площадку. Теперь, когда Лондон согласился на передачу, всплывает новая проблема – безопасность и геополитика. Диего Гарсия – стратегическая точка, откуда работали по Ближнему Востоку и Индо-Тихоокеанскому региону, и в США это воспринимают как нервный узел. Там сделку уже называют ошибкой, а скандал перекидывается на отношения союзников, включая торговые переговоры. Трамп сокращает участие страны в НАТО, но могут ли Штаты выйти или развалить блок? Президент говорит, что не собирается этого делать, но тем не менее. США собираются урезать свое присутствие в нескольких ключевых штабах НАТО, и в Европе это уже читают как еще один тревожный сигнал о том, насколько Вашингтон вкладывается в альянс.
В целом НАТО — это хорошо, но сейчас у нас сильное НАТО. Когда я пришел, НАТО было слабым. Оно сидело на 2%. Никто не платил, это было никакое НАТО. НАТО настолько сильно, насколько сильны мы. Если в НАТО нет США, НАТО не очень-то сильное. По данным Reuters, речь примерно о 200 должностей в структурах НАТО, которые занимаются планированием и контролем военных и разведопераций. При этом все это не выглядит как сбор чемоданов из Европы в целом. На континенте остается около 80 тысяч американских военных, почти половина из них в Германии. Но именно такие точечные шаги, особенно по штабам и разведконтурным узлам, почти гарантированно усилят нервозность союзников на фоне и без того высокого напряжения из-за истории с Гренландией. В НАТО пытаются успокоить. Представитель Альянса сказал, что кадровые изменения США – вещь обычная, а американское присутствие в Европе сейчас вообще больше, чем было много лет. И добавил, что НАТО и США держат тесный контакт, чтобы сохранить мощный потенциал сдерживания и обороны. А вот в США считают, что Европе лучше переживать о своих бюджетах. И если это все, чем президент Макрон собирается заниматься, когда французский бюджет разваливается, я бы предложил ему сосредоточиться на других вещах, важных для французского народа. Самая масштабная сеть, одно из самых больших криминальных сообществ разоблачено. Более 9 тонн наркотиков, 1000 тонн химических ингредиентов для их производства. Это не просто цифры, это масштабнейшая сеть по всей Европе. Расследование стартовало еще в 2022 году во Вроцлаве, а с конца 2024 международные операции координирует Европол. С территорий Китая и Индии в Западную Европу импортировались различные виды легальных химических веществ, используемых в разных отраслях, прежде всего в фармацевтической промышленности. Разумеется, масштабы и объемы этих поставок вызвали у нас подозрения. Затем эти вещества перевозились в нашу страну, переупаковывались, получали ложную маркировку и далее распределялись по местам, где создавались нарколаборатории и производились синтетические наркотики. В итоге полиция сообщила о десятках ликвидированных лабораторий и линий в Бельгии, Германии, Нидерландах, Чехии и Польше, а также о более чем 85 задержанных. Кульминация пришлась на 16 января уже этого года. Одновременные рейды прошли в Польше, Германии, Бельгии и Нидерландах. В Польше задержали 19 человек и изъяли не менее 700 тонн прекурсоров, то есть сырья, без которого синтетические наркотики просто не делаются. Лукашенко бросает силу на защиту своей золотой жилы. Война не близится к концу, даже судя по действиям этого человека. ПВО на белорусском Мозырском НПЗ – это случайность или подготовка к большому удару? Издание «Схемы», проект «Радио Свобода» нашли на территории завода систему, похожую на российский Тор. По спутниковым снимкам Planet Labs и оценкам экспертов появилась она там недавно, и это действительно странно. Позицию под ПВО начали готовить еще в январе 2025 года, а сам комплекс появился в начале августа. Мозырский НПЗ в 30 километрах от границы с Украиной, под украинскими санкциями он с октября 22-го и, по данным украинских источников, связан с поставками в Россию через Дружбу. На фоне того, что осенью 25 года в ВСУ заявляли о более чем 50 ударах по объектам топливной и ВПК инфраструктуры, в России такой зонтик выглядит как превентивная защита и явно не от партизан. В Уфе при задержании застрелили мужчину, которого ФСБ называет уроженцем одной из стран Центральной Азии. По версии спецслужбы, он готовил теракты, среди целей нападения на отдел полиции. В официальном сообщении не уточняется, о какой именно террористической организации идет речь. Убитого называют главарем ячейки и утверждают, что он оказал вооруженное сопротивление, после чего его нейтрализовали якобы ответным огнем. Еще одного человека, которого ФСБ связывает с этой же группой, задержали. И это уже второй день подряд, когда ФСБ сообщает о гибели подозреваемого при задержании. 20 января спецслужба заявляла об убийстве жителя Кисловодска, которого связывали с предотвращенным терактом в Ставрополе против военных. По подсчетам издания «Важные истории», с начала полномасштабной войны сотрудники ФСБ застрелили при попытках задержания не менее 77 человек. Часть, по версии самой спецслужбы, якобы готовила теракты по заданию украинских спецслужб. Часть подозревали в связях с исламским государством. Также сообщалось об убийствах на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.
Евросоюз только подписал крупнейшее торговое соглашение с Южной Америкой, а Европарламент уже тянет его в суд. Депутаты проголосовали за обращение в суд ЕС и хотят выяснить, можно ли запускать сделку с Меркосур временно, до ратификации всеми странами, и не связывает ли она ЕС руки в экологии и защите здоровья потребителей. Это может растянуть историю примерно на 2 года и реально подвесить соглашение, которое ЕС подписал в субботу с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Противники во главе с Францией говорят прямо: в Европу хлынет дешевое мясо, сахар и птица, а фермеров снова вынесет на улицы. Сторонники Германия и Испания давят на другое. После торговых встрясок от Дональда Трампа ЕС нужен план «Б», чтобы меньше зависеть от Китая и закрепить доступ к критическим минералам. Формально Еврокомиссия еще может попытаться запустить договор временно, но политически это пахнет большим скандалом, и парламент все равно сможет потом все отменить. Отопления нет у тысяч людей, воды и света тоже. Это не Харьков или Киев или любой другой украинский город, где идет война. Это Россия. Пока жители столицы Украины неделями живут без отопления, света и воды после российских обстрелов, по самой России морозы встречают коммунальным коллапсом. Авария за аварией из-за изношенных сетей. В Омске снова рванули теплотрассы спустя неделю после прошлой аварии. Без тепла остались десятки домов и соцобъекты, а в школе детей переводят на дистанционку. И все это при ночных минус 30. Дальше хуже и шире. Под Красноярском люди уже 4-й день сидят без света и тепла. Электричество каждый день отключают на долгие часы. Энергетики кивают на перегруз линий. В Челябинской области почти 4000 жителей остались без отопления и горячей воды после прорыва трубопровода. В Железногорске Курской области без тепла десятки домов и соцобъекты. И это уже не единичные ЧП. Это страна, которая замерзает сама у себя дома, но деньги тратит на войну. Дешевле, чем на Западе? Тогда почему высшее образование в России оказалось дороже, чем в 22 из 27 европейских стран? The Moscow Times сравнили плату в госвузах для своих граждан. Во многих странах ЕС учеба на национальном языке вообще бесплатная, а в России год обучения, по их подсчетам, тянет примерно на 8 медианных доходов. И это уже не про выбор, это про барьер. При этом в декабре 2025 года Владимир Путин уверял, что там образование кратно дороже и несопоставимо якобы с российским, но одновременно в России дорожает учеба, растет зависимость от репетиторов, а поступать на бюджет становится сложнее. Каждое 4-е бюджетное место в вузах, по данным Минобразования и науки, займут военные и их родственники. В итоге бесплатное все чаще превращается в платное, просто дорогое. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что Киев стремительно пустеет. По словам мэра, из столицы выехало более 500 000 людей. На оккупированной территории детонировали боеприпасы на крупном складе. Как Москва пытается вписаться в тему Гренландии. Историческая речь Майкла Карни в Давосе о новом мировом порядке. В США тем временем шла новая волна протестов. И угадайте, где школьную программу дополняют обучением работе с дронами. Если не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами увидимся уже вечером.